Пару дней назад в сети появилась фотография, где 17-летний сын Рамзана Кадырова был замечен на фото с российским царьком Владимиром Путиным на фоне скульптуры русского царя Петра Кровавого. Это напоминает старую практику брать детей в заложники, которая была распространена в России со времен того самого царя. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Исторически один из более известных примеров связан с именем имама Чечении Шамиля, который в 1834 году предложил заключить мирное соглашение с Россией, но был вынужден отдать в заложники своих двух сыновей. Сегодня Рамзан Кадыров вызывает некоторые сомнения в надежности у российского царька. Фактически люди Кадырова и сам гауляйтер оказались в тени. На большие экраны российских зомбоящиков в берете на фоне боевиков вышел Апти Алаудинов. Это может свидетельствовать лишь об одном: Кадырова сливают, так как он уже запатентованный во всем мире массовый убийца и тиран. И время Рамзана подходит к концу. Спешная свадьба несовершеннолетнего сына Кадырова в Чечении может объясняться продолжительностью переезда Ахмада Кадырова в царский бункер в качестве заложника. Попытка отравления Алаудинова, подельника Кадырова, в его кровавых преступлениях в Чечении, говорит о том, что в России бушует настоящая битва за власть. Отказ от возбуждения уголовного дела по данному факту, а также отсутствие гауляйтера Кадырова на своем рабочем месте по состоянию здоровья, после совместного фото Апты Ароныча и Пригожина в больнице с фирменной кувалдой в руках и с счастливыми улыбками на лицах, это лишь малая часть интересных фактов из жизни пауков в банке. Чиновники и генералы готовятся к жизни после Путина, но пока не решаются произнести эту мысль вслух, ведь слишком многое стоит на кону. Тем временем русский царек продолжает использовать заложников в качестве политического оружия. И, к сожалению, несовершеннолетние дети пророссийских чеченцев становятся последней жертвой этой жестокой русской традиции на закате империи. Некоторые коллаборанты в Чечении уже были вынуждены отдать своих детей в заложники, а подобная судьба ожидает и других. Перепись таких юношей была проведена несколько месяцев назад в Чечении. Процесс готовки новых, несовершеннолетних солдат-заложников для империи продолжается. Эти бедные дети станут пешками в большой политической игре, их будущее погружено в туман неизвестности. Все это ярко характеризует оккупационный режим во временно аннексированной Чеченской республики Ичкерия, в котором кровь и насилие стали нормой, а закон и справедливость пустым звуком. Наш мир не сможет развиваться, пока у власти будут политики, которые претендуют на мировое господство, но при этом не остановятся ни перед какими аморальными и зловещими методами, даже если это означает уничтожение большого числа людей или целых народов. Это неприемлемо и не может продолжаться более. Надеюсь, что суд над бандой ФСБ, Путиным, Патрушем и их прихвостнями положит конец этой бесславной, нечеловеческой русской традиции власти. Однако нам не стоит забывать о возможной замене одного русского имперца на другого. Путина, например, на проект ФСБ Навальный, а проект Кадырова на такой же преступный проект Алаудинов. К сожалению, вместо настоящей демократии и свободы мы можем получить лишь нового тирана, который будет продолжать традиции своих предшественников. История знает множество примеров того, как один диктатор заменяет другого, а жизнь обычных людей остается без изменений. Председатель Human Rights Center Ичкерия Аслан Арцуев. 12 марта 2023 года.